ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Среда, 9:00, поселок Боровой. 9-й день продолжаются поиски пропавшего Георгия Родионова. 28 июля мужчина с супругой и ее подругой отправился в лес около поселка Боровой. Спустя время Георгий Георгиевич позвонил жене, сказал, что пойдет обратно к машине. Татьяна Петровна рассказывает, в 11 утра мы должны были встретиться все вместе. Однако, когда женщины вышли к авто, там никого не было. И мы выскочили, его нет. Ну, тут мы, конечно, в панике начали тут кричать, пипикать, звонить, где ты, что ты, телефон работал. Вот я взяла распечатку с МТС, с 11:07 мы начали его искать. И в 19:34 был его последний звонок. В 13:30 женщина позвонила в Ухтинский спасотряд. На место они прибыли к 14:50. Включили сирену. Ее радиус 2-3 километра. Позвонили мужчине на сотовый. Родионов ответил, что сирену слышит. Идет на звук. Около 20:00 связь оборвалась. За 8 дней на поиски пропавшего были направлены самые разные силы. 2 августа задействовали вертолет. 3 августа работал кинолог с 3 собаками, специально обученными. Одна собака была обучена на поиск трупов, и 2 были как на поиск в лесу обученные. Ну, как бы поиск, получается, тоже результатов не дал, потому что, срок большой. Но поиски продолжаются и сейчас. Ежедневно с 9 утра до половины 9 вечера. Основные силы волонтеры. Обычные люди, откликнувшиеся на призыв о помощи. Они добровольно приехали в лес, часто уже после рабочего дня, только на вечер. Все выстраиваются в цепочки, в каждой по 7-10 человек. Идут на расстоянии 5 метров друг от друга, методично прочесывают территорию. Процесс направляют и контролируют профессиональные спасатели. От ЛЭП до дороги, которая есть, 4 километра. На данном этапе вот сейчас волонтеры соберутся, сегодня будут только мужчины ходить здесь, потому что здесь очень сильная заболоченность, есть вероятность провалиться там. Осталось пройти около 20 квадратных километров в зоне поисков потерявшегося мужчины, 60 уже позади. Волонтеры со специалистами продолжают искать. Работы продлятся еще 2 дня. Дальше неизвестность. Уже в эту субботу спасатели могут отказаться от попыток найти Родионова, но решать это будут не в Ухте. Продолжать или нет, вердикт вынесет республиканское руководство спасотряда.